Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем играть с вами в Mafia Definitive Edition. Всем добро пожаловать, приятного просмотра, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. Здравствуйте, Рехальф! Так, у меня тут опаздывают. Привет, привет, всем привет. Зарядки нет. Где зарядка? Опять вот не видно, видите, это сообщение с Ютуба. Поэтому буду сразу вот так открывать. Лаба Диена. Что такое Лаба Диена? Меня будет сегодня учить литовскому языку. Буду скоро разговаривать на литовском. Через неделю буду уметь читать. Потом, глядишь, польский выучу. Ладно, сейчас принесу зарядку для телефона. Какого болтуна? Хоба! А чё, опаздываем, а? Сама, только что пришла. Все, я принесла себе попить. Что-то жарко так стало. Что сегодня... Я не помню... Вот, а еще что-то говорит. Ну, конечно, модератор должна приходить вовремя. Ходила за салом и компотом. Ничего себе. Так, сразу, короче, включаем. Фух. Надо было заранее, наверное, игру включить. Ну ладно. Ну да, ты вовремя, но все равно. Должна прям приходить ровно. Ладно, шучу. Ну что такое? Привет, юбубовцы. Гирай тоже атисюину тортопаимсиу. Малыш. Сейчас захватит, надеюсь, игру. Привет, привет.
Малыш. Что, захватила игру, нет? Ну что такое? Блять, у меня этот маленький. Сейчас, подождите. Да, оно в маленьком окне открылось. А еще такое маленькое окно. Надо побольше сделать. Ой, что за чувствительностью. А, игра орёт. Блять. А чё она все равно в маленьком окне каком-то? А, все нормально стало. Не слишком громкая игра? Ой, блин, я не вижу, что там происходит на этом. На Твиче. Сейчас, погодите. Ой. Ну, вам не видно будет, короче, на Твиче. Я все вижу, так что нормально. Главное, чтобы я видела. Да, блядь, все время прилипает. А, вот чувствительность надо чуть понизить. Это она прям что-то вообще резко так. Так, начинаем сюжет. Средняя сложность. Что такое обратный обзор? Эти параметры всегда можно изменить направление движения по оси. Это что такое? Режим вождения обычный, симулятор. Выберите обычный... В смысле? А в чем разница обычного и симулятора? Реакция полиции обычно, коробка передач механика, автомат. О, нет, только не механика. Пропускать поездки, обучение, показать. Ну ладно, пусть будет. Все, начинаем. Окей. Я на всякий юбу поставила. Но тут, я думаю, ничего такого, наверное, не будет. Никто не флудит. Нормально, все спокойно. О, да. Немножко там подлагануло, но нормально. Помнишь, да, Эллен, когда мы в оригинал играли, там музыка жестко так орала. Тут вроде уже более-менее, да?
Сэм Дон Дипетта. Белла Попа. Ой, бля. Музыка не слишком громкая. Вы, если что, говорите, что вдруг может. Тут вроде озвучка должна быть, поэтому. Ты Томми, Томас Анджело. детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. О, равнопузик. Ты все-таки пришел? Домой Хочешь идешь? глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Спать Итак, хочешь? по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелло? В первый же Малыш день? дверь открыть не может. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. Откройте что, ты малышу можешь дверь, мне помочь? пожалуйста. Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. Семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что... Может, Привет, расскажешь? Брейн Фокс, Или будешь привет. тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет.
Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет, Ну толкай дверь, малыш. я был таксистом еще в 30-м. От себя надо. Невозможно отказаться. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Ах ты, сука! Держись! Скорей, Полли! Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке. Если нас догонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Так быстро Как там твоя оторвались. нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. В оригинале было жестко долго. Все равно я его. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Блин, прикольно. У вас там ничего не лагает, все нормально? Вы мне пишите хоть. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? У меня что-то Меня YouTube достали загружается. твои вопросы. Блин, как плохо без второго монитора. От души. Ой, спасибо, аноним. Блять, куда я поехала? Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Блять. У меня YouTube лагает, короче. Извините, я чат пока не смогу прочитать. А куда там ехать надо? Так, подождите. Что там такое было? Блин, мне неудобно смотреть на Ютубе, потому что все лагает. Хибаба. Хабиба. Подождите-ка я сейчас. Скиньтесь мне на второй монитор. Блин, как удобно, когда мне еще в Телеграм пишут. Это вообще прям супер. О, аноним, 300 рублей. Блин, а я даже не увидела, сколько там отправил. Спасибо. Чё вы там еще что-то обсуждаете? Так, ладно. Чё, куда тут ехать надо? Оторвитесь от преследователя, найдите способ сбросить хвост. А, просто надо сбросить хвост. Давай уже, оторвись от козлов.
Ой, блядь. Мне нельзя на чат, короче, смотреть. Пиздец. Все, я не смотрю на чат, потому что я ничего не вижу. Еще жарко, блядь, пиздец. Малыш еще туда-сюда ходит, ноет, плачет, блин. Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. А, можно вот так сделать. Это, Вот. по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все. А, вот что это за стрелочки. Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Всё, Заткнись теперь уже, понятно. Олли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Ну это так легко сделали. Утер ты им нос. Это еще не все. Давай, гони. Работяги, которые тут дорогу копали, нам Мне спасибо неудобно не левой скажут. рукой управлять. Уже минус 3 тачки. Сколько вообще Ой, на блядь. машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает Воу, об воу, этом, тихо. он им такое устроит. Тихо! Женщина! Простите. Так, тихо, тихо, сейчас будет резкий поворот. Сбрось этих горилл. Все. Должен признать, ты шикарно водишь. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Ой. Ай, блядь. Поезжайте в маленькую Италию. А, все понятно. Западный портовый мост. Давай туда. Тихо, тихо. Да елки, иголки. Чё ты такой чувствительный, Томми? Соберись. Тихо. Они послали за нами все свои тачки. Давай, на западный портовый мост. А мост же разведен, да? Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. Где Теперь в твой маленькую права? Италию. И побыстрей. Поездка не Блядь. закончена. У меня нету Такого прав. я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Я без Думаю, прав тебе лучше вожу. помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Ой, YouTube вообще, короче, что-то это... Переходите все на YouTube. Или... А, нет, переходите лучше все на Twitch. Вообще не... Короче, твичанских я уже не близко. смогу смотреть. Что вы там пишете в чате? Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Бля, на целых 2 минуты Ты задержка. здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Ой, ну ладно тогда. 720. Так уж и быть. Ну и не смотри на Форсаж момент. Да уж, форсаж.
Да я же с телефона смотрю, какой тут задержка. Тут нет такого. Ладно, я качество снизила немножко. О, это эпичный момент. Так, 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 что же будет? Что же он сделает с нами? О, боже мой, он полез в карман. Компенсации за твою услугу. Не, в оригинале было это долго очень Теперь было. мы в И расчете. прям под напряжением таким. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно, спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Бабульку на дороге. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. Вот так вот. Понятно. Не связывайтесь с криминалом. После той поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй ты, шофер, Да, мэм? ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Я буду тут на Твиче за пар. Что мы ждем? Куда едем? Как Храм удобно. Святого Михаила, прямо к нему. На Ютубе-то я буду видеть сообщения, а вот на Твиче нет. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Так, подождите-ка, я хочу немножко сделать погромче. Можно? Чуть-чуть совсем. Так вот. Выключи этот колтеж. Не могу сосредоточиться. Так-то лучше. Тварь! Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Смотри, как я езжу. Как в фильме «Такси». А на Твиче кто-нибудь пишет что-нибудь? А, да, вот, Эллен написала. А то вдруг там этот чат завис. Вы там хоть и живы? Вы хоть пишите? Кто твар? Женщина вот эта твар. Вот кто твар. Вот здесь, возле парка. Хорошо. Твар. Сюда? Твар. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов.
Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельнице ехала. Ага, как скажете. With music programming and up-to-the-minute news, this is WLH, Давай собьем Lost его. Heaven Radio. Еще ждать от дождя. Ужас. Найду. Давайте еще управление поменяем. Вождение. Ой, руль влево. Руль вправо. Ой, блин. Газ. Тормоз. Все. Хорошо. Еще клиента. О, хорош. Так удобнее. Ой. Сегодня, короче, будет классное прохождение у нас. Да. Да. Класс. Чё, где там? А где искать-то? Может, назад надо поехать? Ну ладно, сейчас вперед проедем. Держись дороги! Поменяла управление, называется. Ты куда лезешь? Как они гудят? А, вот как. А чё надо? Найдите пассажиров на улице Lost Heaven. А, вон, смотри. Тихо. Чё, куда? И побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Решили развеяться? А тебе-то что? Да так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, да, хорошо. Сейчас прочитаю, подожди. Забил Twitch. Да блин, у меня... Что это было? Это что был за звук? What? Вы слышали, да? Все идет нормально? Тут еще должна скорость должна убавляться автоматом. На какую-то кнопку надо нажимать. Но я не знаю, какая это кнопка. Йо. У меня, понимаешь, у меня телефон разрядился. И он у меня боком лежит. И я вообще не успеваю, что вы там пишете. Все, сейчас прочитаю. Доверили Лене машину. А где Елена? Стрим офнулся? В смысле? В смысле офнулся? Ты не пугай, а?
Все нормально вроде. Все нормально. Все же нормально. Всё нормально. Так. Тихо. Попробуй Т. Нет, Т это этот. Сигналить, чтобы. В оригинале было F4, а тут не работает так. Steam жив. Эй, только что же был клиент. Куда он делся? Чё, уже забрали, что ли, его? Хорошо. А, вот, походу. А, у нас тут что еще? Соревновательные эти всякие с таксистами. Кто успел, тот успел. По встречке еду. Здравствуйте. Чего этот радио выключается, я не поняла. Как тут вообще еще механикой ездить на механике? Там вообще, наверное, жопа, да? А чё он ничего не говорит, мужик? Где музыка? Музыка куда-то пропала. Я не поняла, где музыка? Ладно. О, боже. Господи! Так резко. Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог грабилам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. О, сейчас начнется беготня. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Да ты чё встал-то, ёлки-палки? Блядь, что происходит? Почему музыка куда-то пропала? Где музыка? Может, выйти надо? Дай-ка я выйду. Блядь, это как в оригинале, сука. И тут тоже нет музыки, блядь. О, господи, игра сломалась.
Все, короче, я больше не сворачиваюсь. Свернулась такая. В калачик. Они внутри меня убили человека. Убила музыку. Вот. Где была эта музыка? Музыка! На зеленом, конечно же. Ты чё, на синем она недоступна? Я чё? Я живу. Russian Federation, вот. Ну ты можешь бежать. Ты бежать можешь или нет? Да, блядь. Без музыки мафия — это не музыка, понятно вам? Ой, тут так много людей, блядь. Да пошел в жопу! Быстрее беги! Он ждет тебя через переулок. Да блядь! О, привет, Захар. Привет, привет. Дела, как видишь, не очень. А чё все лагает? У вас тоже лагает, да? На стриме? Или все нормально? Мне чё надо? Да ты чё, блядь, делаешь? Ну ты можешь бежать, Томми, ну ёб твою мать! Быстрее давай, быстрее, шевели булками. Он ждет тебя через переулок. Пошел нахуй. Уф, блядь. Норм? А, это у меня, значит. Смотрите, кто это? Дино, Лу. У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом помочь. Эх, Эллен, что тебя там С слышится? этим? Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, Вау. вот что, дружище, мы так просто не уйдем учти. Может, тогда вы здесь и Сэм Краш. Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Давай, давай, пока-пока. Спасибо. Это мелочь. Пошли! Познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Если что, у меня Twitch с отставанием. Все это показывает. Так что не обижайтесь, если я не читаю сообщения. Так быстро проходятся эти уровни. А я тут пахаю, как не в себя на работе. О, а у меня отпуск, кстати, начался вот со вчерашнего дня. Да. Вечеринка с коктейлями.
твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Потом будет Да, сэр. глава с гонками. Я Ну, здесь чувствую гонка перед тобой полегче, кстати, чем в оригинале. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Он тут Парню какой-то нужно жесткий мое такой разрешение, Томми. чтобы подраться. Да, я слышу. Ладно, Томми Анджело. Изменили ему Все характер быки Морелло торчат в его баре. Поле, в ты этой знаешь. версии. Конечно. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает. Я когда первый что раз на играла моей в оригинал, территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. я не могла пройти Я не подведу. гонку. С первого раза. Когда первый раз играла. Потом, когда второй раз играла, у меня на Твиче есть. Вернешься? Обсудим, что делать дальше. Там я как-то быстро прошла. Я выбрала самую легкую сложность и прошла со второго раза вроде. Тебя здесь никто не знает. Или с Так что третьего. потише. Лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. А смотрите, бар. А чё он в такой позе стоит? Мы ему помогаем. Готов, типа. Он будет боссу возить? Расслабься, Тебя Томми. работа так просто Все не нормально. Ненавижу сидеть. Ты же в баре Сальери. Если босс считает, что тебе еще рано, дань собирать. Прочесть заметку. Письмо для Сальери. Дон Сальери, вы не представляете, как я счастлив узнать, что вы собираетесь посетить свадьбу моей дочери. Прошу, если у вас есть какие-то особые пожелания, дайте мне знать, и я все устрою. Это будет чудесный праздник, а с вашим благословением он запомнится всем еще больше. Ваш верный друг Джованни Романо. Что поделать? Это дело я нашел. Чем я ему не подхожу. Нет, я... Как думаешь, что мне Я надо? за тобой слежу. Это Понял? не ко мне вопрос, Карл. Я тебе вряд ли дам верный А, ответ. он Какие-то спалил, что проблемы. я читаю. Поле за тебя ручается. Но это не значит, что за тебя я или кто-то еще. А тут что? Газета 23 сентября 1930 года. Сухой закон остается в силе. Ой. Производство и продажа алкоголя по-прежнему запрещены. Выступая перед прессой, президент Герберт Гувер подтвердил, что сухой закон, этот благородный эксперимент, остается в силе. В ответ на критику демократов Гувер пообещал увеличить финансирование бюро по запрещению, а также усилить борьбу с контрабандой и нелегальной торговлей спиртным. Луиджи, Марио. Сигаретные вкладыши. О, какие-то еще вкладыши тут есть. Боюсь, для тебя бар закрыт. Приходи позже. С Поле или Сэмом. Ладно. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Дон рад иметь с вами дело. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долгая. Если Дон захочет купить еще, хорошая идея. Мы въехали в город утром. Легавый... Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни — это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка.
Ясно, что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья. Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. 2% на телефоне. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Винченцо тут такой этот. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально же. Болтун. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. За ПК садиться не хочешь? Ну, все тогда, давай. Будем прощаться с тобой. Помянем. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже 2 коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. Минут 10 И на чтобы ПК не буду. вздумал снова Хорошо. бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь. Ой, блядь. А мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не Блин. притворяйся. Это же... Машина реально какая-то странная. Так, надо посмотреть управление и этот. Как ограничить скорость? L. Просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски, Да, новый поставщик. и вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков в полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для Покушай, друзей. конечно. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай Я им Мармока срисовать уже твою миллион морду. лет не смотрела. Или врежь им так, чтобы У они него её там сын, нахрен наверное, позабыли. уже это... В школу ходит, да? Уже сын, наверное, играет в игры. Чё, Мармок снова в хайпе?
территории Морелла. Между кварталами Морелло и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, мы уже близко. Громилы Мореллы ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться? Никаких да? дел нам не поручают. Вот так. А то есть старая На карта. X красться. На ней тебя возьму. Чао. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись сзади и втащи. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Главное, что платит он Богом. Да, что есть, то есть. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне приказал. Дино? По всему городу шныряют ребята Сальери. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Послушай, парень, ты кто вообще? Знаешь Дино? Да, еще как знаю. Как-то раз у меня... На тебе! Я думала, биту надо взять. Взять тело. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Возьми биту, Том. В смысле ку? Хотел бы я сейчас поглядеть на рожи этих недоумков. Ах ты ж! Что за управление дурацкое? Почему ку? Да. Парировать еще можно. Красться. Ладно, привыкнем, как к резиденту привыкли, ладно, все. Эй, отвали от машины! Ой, бля! Лови его, Том! Тебе что? Сука, больно. Давай, Том, скорей! Сейчас придут другие! Швыряй молот! Давай красться. Хватай тут огоньку! Я не буду за тебя это делать. Так, подожди. Блин, как я в это играла? Отличная работа. Обожаю запах горящих покрышек. Ой, бля, отойди! Да сука. Ой, бля. Переиздание первой мафии, Metro Exodus и Detroit Become Human — это шедевры. Не спорю, да.
Блять. Классное, короче, прохождение у нас будет. Ой, блин. Ёлки-палки, ну что ж такое-то? Ну, идем к машинам. Перепитуй и начинай. Неудобно. Тебя явно бесила эта штука, да? Это ведро отъездилось. Ах ты ж! Эй, отвали от машины! Лови ему дом! Давай, Том, скорей! Сейчас придут другие! Швыряй молотом! Дай тут огонек! Я не буду за тебя это делать! Да, подожди. Отличная работа! Обожаю запах горящих покрышек! Все нормально. Жахнуло на весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уж знаю, где он ее держит. Сообщают о стрельбе и горящих машинах в Норд-парке. Это рядом с баром Морелло. Только не возьмите его, Старый ребят. способ самый верный. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Они стреляют! Да ёй! Твари! Да что ты встал-то? Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Оу, Они щит. разозлились. Не будем злить их еще больше. Эй, я думала, тут будет это... Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Хорошо. Езжай осторожно, Том. Проблемы нам не нужны. Тихо, тихо, тихо. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавую Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелло сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с тоном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Еще бы. Что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито.
Зато свежий воздух. Красота. Ай, ого. Класс. Ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, Ой, господи. Всё Скример. Разобрались? Более чем. Реснички такие у него. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение Бизнесмен. полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Один раз сдохли. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелла травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Ура! Ура! Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Я тоже кушать захотела. Очень рад. Наш бармен Луиджи повар так себе. Зато его дочь Сара — Мадонна. Чё, типа, можно его дочь съесть? Если его еда не очень. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики и доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Откуда ж мне было знать? Ты Томми? Ага. Босс хочет тебя видеть. Спасибо. Вот и он. Простите, опоздал. Садись. Лена смотрит на своих крашей. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Мне Сэм нравится. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем. Полли похож на лягушку. Руки без необходимости. Клиент должен понимать,
какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями, гарантировать защиту. Мы не костоломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20. Хорошо. А вот и ты. Я увидел это и сразу же подумал о тебе. Дешевый журнал. Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке. Что такой маленький? Это не в счет. Направь ее на цель вон туда. Он увидел нас и подумал о маленьком револьвере. Ладно. Не на меня, кретин. Пс-пс-пс. Так, все? Смотришься ты неплохо. А теперь давай. Шелк, шелк, шелк. Бабах. И мозги по стене. Так, теперь перезаряди. Не шути так, Том. Я и за меньший вот здесь открываешь и готово. И еще запомни. Пушкой светить нельзя. Держи ее за поясом. Отлично. Когда начнется пальба, ты ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка, Винченцо. А для тебя я просто Винни. Хорошо. Маленький да удаленький. Главное не размер. Поосторожней там, ребята. Я видел Бифа, он говорит, Морелло все еще бесится из-за победы. Газета 29 октября. Дата. 1 год после краха. Прошел год, как Уолл-стрит был охвачен сильнейшей за всю историю биржевой паникой. За ней последовал масштабный экономический кризис, выход из которого не найден до сих пор. В этом месяце уровень безработицы достиг 8%. Однако с учетом повсеместного закрытия предприятий, а также банкротства банков и фермерских хозяйств, некоторые экономисты предупреждают, что в ближайшие годы этот показатель может удвоиться, возможно, даже утроиться. Эксклюзивные кадры по теме из разных штатов. Вау. Интересно. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло. Суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. И... Учись. Да ты просто волшебник, Ральфи. Вау. Блин, эти надо комбинации Давай, запомнить. Томми, покажи, что... Ага, подцепил. Вот так и надо. Как быстро все он делает. Хорошего дня, парни. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лонгмен-стрит. Знаешь, где это? Ага, знаю. Машина не заводилась. Может, да. Очень жаль. Так, тихо. Я буду, короче, по этим путям ездить, чтобы не врезаться ни в кого. Машина так скрипит, оказывается.
Ага, мы на месте. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Мне тоже выйти надо. Сэм, Поли, как дела? Классно. Как крошка Джулия? Ха, она уже... Письмо из банка. Уважаемый мистер Бертурелли, уведомляем, что вы не выполнили свои обязательства по оплате займа. Срок оплаты задолженности прошел 15 июля 2030 года. Мы не получили от вас ответа на просьбу о оплате. Если полная сумма задолженности не будет выплачена в течение 2 недель, я буду вынужден поручить банку начать процедуру изъятия вашего дома и предприятия. Прошу принять соответствующие меры. Кристофер Марчино, менеджер банк Гранд Империал. Не та крошка. Такая же ягоза, какой была ее бабуля. Это здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас. Дом их возьмет. А ты стой там, чтоб мы тебя видели. Трудный выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведешь. Но хорошо, что ты беспокоился. Как же нам защищать тебя и крошку Джулию, если денег не будет? Они в подсобке, Где деньги? Том. Infami, fitosi, voi ci succhiate il sangue. На столе коричневый конверт. Via di qui. Lasciateci in pace. Нашел. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится. Что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Да. Да уж, рад, конечно. Обосрался, наверное, от страха, бедный. Ой, я думала, Сэм не сел. Главный магазин старого Юджина. Китайская лавка на Таллоу. Он еще не помер? Того, гляди, и помрет. Вроде там рулит его племянник. Том, на самом деле старого владельца зовут не Юджином. Он китаец. Но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку о прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. Бедняга так и не смог ее оттереть. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы банды из Чайна-тауна понимали, это наш город, а не их. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придется познакомиться. Блять. Тут, кстати, можно же пропускать поездки. Ой, блин. Чего мне кажется, или ГГ очень резко двигается? Почему? Сейчас я сам, Сэм. Уверен? Да, уверен. Почему так показалось, интересно? А что, я не могу выйти Он из хочет машины? один разобраться. Когда Полли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть делает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится.
Да, теперь племяннику Юджина не до смеха. Если Поле завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Резко машину открывает, их ходит и так далее. Вот его. А, ну типа он Быстро такой управился. быстрый, да, какой-то, да, мне тоже так показалось. Как-то все быстро, резко делает. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка кровью испачкан опять. И как сильно? Ничего, вытрет не развалится, когда на ноги встанет. Наелся. еще Блин, раз, я но тоже хочу У нас кушать. много историй о племянниках-китаёзах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да блин, Да, я вроде осуждаю это то, было что Не говорится. трудно? В смысле не трудно? Не знаю. У вас как-то само все выходит, но я чем хуже. По-твоему, это любому по силам? Мы с Полей годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты и думаешь, что сразу во все врубился? Я не говорил это, Сэм. Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе Оригинал самое был время такой извиниться, долгий, Том. неторопливый, тут все быстро, Я бы, да. может, и извинился. Я вот если б тоже не заметил, заметила. как ты лыбу давишь. А его проняло, И- Сэм. Точно проняло. И Томми какой-то прям Я вообще отсюда такой... могу нюхать, что нам делать. Вот так вот и Не, все не прям все проняло делает. Когда Быстро малыш так Тони взломал пошел машину, на такой дело первый раз, хоп-хоп-хоп. Он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Я на ютубе написала, но все равно что-то. Может, с компа надо писать? Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Все равно Но не за показывается городом мне хуже сообщение. всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути в Lost Heaven останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его втридорога. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но босс и другим семьям разрешает им пользоваться. Даже Морелло? Да, для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Я вижу Кто-нибудь уже сообщение. начал тосковать по Нет, улицам в и этом, тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, На Он ничего самом не стриме в Ни чате гулять, не видно ни за пяти YouTube. сидеть, ни в городе, ни за городом. Поэтому Терпеть твичанские могу не быть видят на YouTube. природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий и темно хоть глаз выколи. Хорошо, что В оригинале теперь ты ГГ знаешь, таким неуверенным был Сможете вначале, а всё тут то, сразу что Поле маньячина, ненавидит. да, Что и ж, сразу надо такой, помочь. я хочу им отомстить, такой прям весь этот. Его характер поменяли в ремейке. И Полли тоже какой-то прям слишком дерзкий. Еще с этим, который машины делает, не в тему это, грубит ему так. Они же хорошо вроде общались. Он так над ним не издевался. Ну что, мы на месте. Сейчас тут, походу, перестрелка будет. Они деньги, короче, нам не отдадут. Да, и тут начнется погоня, вон за той желтой Подожди машиной здесь, будем Том. ехать. Мы скоро вернемся. Ладно. No smoking. А похуй, да? Буду все равно. Том! Томми, я ранен. Господи, Поле!
Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Копишь. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. У него щечки такие. Ладно, держись. Ой, блядь. Так, найдите способ попасть в мотель. Ну, тут вроде дверь закрыта. Она должна быть закрыта, да. Сзади надо. Да, сзади пойдем. Пойдем сзади. Что с первого раза не работают кнопки? Это что такое? Ой-ой. Стелс. Эй, сюда! Я его вижу! В смысле, ты меня видишь? Нет. Вот себе не крутой. Блядь, что за хрень? А может, поищем тут? Что как-то все криво-косо. Май гад. Оригинал всегда будет лучше. Бля, я вспомнила миссию, когда это... Там, где за машинами они, короче, это... стреляли. И Сэм постоянно тупил, блядь. Сэм постоянно бежал на эти... на врагов. Прям на их пули. Он здесь! Он здесь! Ау! Тут еще парировать можно, вот это прикольно. Блять. Патроны, дайте мне патроны. Зыбом. Мне бы еще аптечку. О. Что там? Бейсбольная бита, нож, полуавтомат, сменить. Ладно, в принципе, пока оружие нормальное у меня. Так, вот аптечка. Ой. Так, а где патроны? А, патроны на улице, наверное. Вот они. Ладно. О, ни хрена его занесло. А он может этот переворачиваться? А, блин, тут такого нет, что ли? Какая тебе проверочка, мать, совсем не о том думаешь? Почему? Я просто хотела проверить, вдруг этот сообщение появится в чате. Сэм, на стриме. досталось тебе, дружище. Боже, держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. Это сложность средняя, кстати. Может, надо было еще потяжелее выбрать? Слишком легко. Я догоню урода. А, блин, сейчас же будет погоня. Внутри. О, он сам бежит. Давай, давай, давай.
Давай. Гоните громилу и заберите деньги. Бесконечный пистолет с патронами? Чего? Ну это вообще какой-то этот, блин, детский сад. Ну так неинтересно. Это чтобы зумеры, короче, не бомбили, наверное. Для них все упростили. О, сами себе молодцы. Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Ха. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Мы, наверное, сегодня за весь стрим, походу, пройдем мафию. Слишком быстро все идет. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Полли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ха. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как к куче дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, Один, он и кстати, правда тоже заставил зумерок. весь город ходить на цыпочках. Ну да. Вы слыхали про Джоуи С Сухаря? 2000-х, кажется, начинаются эти Боксер, зумеры. да? Да. Тот самый. А с 80 какого там 5-го или и до Говорят, 90 тем утром Джоуи ехал на тренировку. 8-го, Может, что ли, замечтался о это чемпионском миллениалы. поясе. Да чтоб тебя! Урод! Спишь за рулем ты, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мария. Господи. Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет, Меня нет, еще никогда не просто- оскорбляют. Я ведь просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. С Колеса 84 в по порядке. 00 Только миллениала. бампер погнулся. Мой брат сможет... Значит, Эллен все-таки миллениал. Попала, да? А вот ты равнопуст точно зумер. Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоуи Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп Я посреди промолчу. улицы.
Что-то не сходится. Может, Дон считал, что А, на карьере Джоуи конец, 2001 года. или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Блин, сейчас что будет И гонка? тачка у него пошустрее нашей. А что так быстро? Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Такое чувство, как будто завтра на работу надо. Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все забудут, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует и верни назад. Без проблем, босс. Сара, принеси мне выпить. Сможешь поскорее? Конечно. Отец отпустит тебя посмотреть гонку? Гонка все ближе. Важнейший день спортивного календаря вот-вот наступит. В Лост-Хевене стоит прекрасная погода. Город залит солнечным светом, и на автодроме ожидается рекордное количество зрителей. Знаменитый немецкий гонщик Мартин Лихтенберг взял паузу в международных заездах, чтобы бросить вызов кумиру Лост-Хевена Майки Дану. Поклонники гонок уже дрожат от нетерпения. Целиком переедет на трибуны. Вы поглядите на этого шкета. Ты где был прошлой ночью? Я с тобой был. Ты иди, Том. Я разберусь с этим дурнем. Полли, он тебя домой отвез. Ах да, боже, ну и ночка была. Для тебя, может быть, но не для тех девок. Он костяшками хрустит. Тут 5-6. Бонасеры, Том. Так, тут 5-6 вместе с тем, что уже за баром. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр. Это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец, твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее типа подкрутит. И завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись. Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик – мудак.
Привет. Если тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет, пригоняй ее в гараж. Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Мяу. Да-дам-дам-дам. Дан-та-рам-та-ра-рам. Во! Класс! Так, мы на месте. Вот она. Каразелла серии С 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскручивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонят ее. Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Йо! Блять, чё она такая быстрая? Постарайся ее не это, блять. Ага. Хорошо. Постараюсь. Ага. Ёлки-голки. Вот меня еще, знаете, удивляет, типа, никого не смущает, что здесь гоночная машина ездит в городе. Это вообще нормально?
Лучше будем медленно ехать, чтобы нас не арестовали. Там же сколько надо? Надеюсь, мы успеем. Блин, я боюсь ехать быстро, а то полиция схватит. Ой, блядь. Челы понтуются. Так, вроде оторвались. Звездочки прям как в GTA. Ай! Пофиг. Потом поймаем. Блин, 50 секунд осталось. Тридцать секунд. 20. Ух. Блять. Томми Анджело. Жестко она помятая. О, нормально У нас мало приехал. времени. Починилась. Я работаю быстро. Прогуляйся. Тут какой-то тут молодой, там в оригинале был этот Ну, привет. постарше. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ним. Это малышка с норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договорились. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Так, там полицейский на карте рядом. Здесь можно разогнаться. А, двигатель надо еще, чтобы не этого все. Ёлки-палки. Прикиньте, тут еще может, оказывается, двигатель сгореть. Ну, я надеюсь, мы успеем. Мы же успели вообще. Сколько там нам оставалось? 20 секунд, но мы успели. Ох. Впереди полицейская машина.
Чё, блядь? Да в смысле арестуйте? Чё я сделала? Вы видели, что было сейчас? Машина полицейская, она это, сломалась. Лаганула, короче. Что за прикол? В смысле, я тут вообще ни при чем? Ляха-муха. Он скрылся. Продолжайте искать. Вдруг он все-таки выдаст тебя. Ой, я поняла, куда ехать. Офигеть. Какая... Машинам отменить погоню. Поиском конец. Какая я молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вернулся. Слава богу. Фу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Все, сейчас будет гонка. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. 2 сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно. И даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? О, да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелла крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Том, Я же... гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш Никаких лучший водитель. личных границ. Иначе я бы обратился Никакого свобода воли. Хорошо. Это абьюзивные Раз ты уже отношения. подготовил машину, поезжай туда поскорее. Перед фактом поставили. Даже выборы не сдали сделать. Ужас. Поприветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Звезда международных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Мы там в самом конце, да? Болельщиков Лост-Хевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание! У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Лихтенберг выбывает. Фаворит выбывает. Кто останется на трассе Лост-Хевена после лимита? Черт! Блин. Да вы серьезно? Да елки, ладно. Блин, я не смогу догнать. Мне надо заново начинать. Вот сукин сын! Берг выбыл. Анджело вперед. Настал. Какие еще сюрпризы нас ждут? А, вот дерьмо! Здесь еще прикольно так в реальном времени, типа. Озвучивает диктор. А как тут начать гонку заново? Можно начать гонку заново? Засранец! И сегодня никто не пострадает.
Я 12-я. Они продолжают борьбу, и у каждого есть все шансы. Уу! Ой, блядь. А, черт! Ладно, давайте заново начнем. Блин, тут неудобно переключать. Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Специалист народных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Ладно, все, не торопимся. Сильно на газ не давим. Он не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Давай, пока. Машина на позиции. На старт. Счастливо. Пока-пока. Удачи на работе. Гонщики умчались, а вот механики на пит-стопе явно волнуются. У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Так, все тихо, тихо, тихо. Сильно не разгоняемся. Удачи на гонке. Спасибо! Вау! Удача мне не помешает. Тихо. Тихо, тихо. Блин, это вам не Need for Speed. Да что такое? Томми, успокойся. Что бомбит так жестко? Музыка такая, как в Гарри Поттере. Ой, блядь. Ой, не хочу. Тут еще загрузка такая долгая, блин. Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Специалист народных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любитель болельщиков Лос Хевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. А, можно пропустить. Машина на позиции. На старт. Внимание! У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Лихтенберг выбывает. Фаворит выбывает. Кто останется на трассе Лос Хевена после Никуда? Сукин сын! Да что ж такое-то? Да, тяжелый случай. Скачивают только слабаки. Поэтому я пойду качать, да? Нет. Я ни разу еще не качала так сейвы. Я все сама всегда прохожу. Да ну, блядь! Ну что такое? Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Специалист народных заездов. Нахер свои нервы тратить? Зато когда ты побеждаешь, у тебя потом такое облегчение. Ты так радуешься этому. Нет, я не буду скачивать сейв. Я пройду.
Просто надо сильно не гонять. Просто надо понять тактику езды, где надо ускориться, где, наоборот, замедлиться. Поворачивать спокойно надо, не сильно в занос входить. Сначала надо понять мотив, а потом уже можно спокойно догонять всех поочередно. И тогда все будет нормально, хорошо. Так, тут будет сейчас резкий поворот. Лучше бы ты молчал, Томми. Твои комментарии вообще. Так, надо вот на этих поворотах, короче, аккуратно, потому что там аж подлетаю я. Вот у этого надо догнать. У каждого свое понятие. Кто-то скачивает сейвы, а кто-то сам проходит. Кто как. Все по-разному. Ага, сможет, если не будет врезаться в стены, блин. Пизда. Тихо, не радуйся сильно. Так, сейчас там будет резкий поворот. Тихо, 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 тихо. Так, вот здесь аккуратно надо. Аккуратно, да. Аккуратно. Для кого как, для кого лучше скачать сейф. Заходят на последний круг. Еще немного, и гонка завершится. Ну, хоть 3 круга, а не 15. Не каркай. Так, резкий поворот. Резкий поворот. Тихо, тихо. Тут тихо. Тут тихо, тут тихо. Спокойно, спокойно. Так, так, так. Тихо, тихо. Поворот. Так, тихо, тихо. Так, 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 так. Ура!
сегодня везет. Эй, Томми! Вот наш чемпион. Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, будь не бездомным. Я сделал то, Аж чего живот хотел до заболел. Лука. Ну, я все равно тебя Ну вот. благодарю. А ты говоришь, скачай сейф, Загляни скачай как-нибудь в сейф. мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, Ну, примеряет кстати, в бетонные оригинал башмаки. тоже там с 3-го раза, что ли, Вот. Ты прошло. заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет на Вот это выпивку была и шлюх? гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. А, мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот. Теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ага, ладно. Доведу его до дома. Еще где-то часик, короче, поиграем, и все, я потом кушать пойду. Я уже все, уже не могу. Полли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Друзья, сезон окончен. Трасса закроется в 6. Пожалуйста, покиньте ее по первому требованию. У тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки. Попик. И мало кто смог доехать до финиша. Это все машина, Ральф. Куда Я ты лишь смотришь? указывал ей путь. Эй, ты видел Полли? Не, он вроде говорил, что хочет есть. Ладно. Я тоже хочу есть. Хорошего отдыха. Хорошо, Том. Я хочу кушать. Мой герой. Ты водила от Бога, Том. Винни, ты Полли не видел? Он говорил, что хочет пожрать, типа бухло заесть. Но, боюсь, здесь нет столько каноли. А что за розовая точка он какая-то? Внутри дома. Блин, он бегать не может, к сожалению. Будем ходить пешком вот так вот медленно. Там кадр был такой, я не виновата. Я даже не заметила. Нифига себе. Тебе прям попа в лицо прям. Попа в глаза попала. Пупик. Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, Ни хрена. надо помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только присмотри за Полли, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк. Я его найду. Управление полиции Лос-Хевена Прям просит по роже попы. продажи и употребления спиртного строго запрещено. Нарушители будут арестованы. Спасибо. О, Сэм. Молодец, чемпион. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку к башке приставил. Будто сегодня было иначе. Победой, Томми! Наш квартал купается в деньгах, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Поле не видел? Он нажрался в хлам. Едва на ногах стоял. Да, слышал. Первый раз у нас на гонках. Год назад рев моторов было слышно из окна моей квартиры, но на трассе я раньше не бывал. Нас начнут выгонять еще засветло. Дешевый журнал. Как она себя вела на обратном пути? Раз 5 пыталась боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Полли? Он был здесь минут 5 назад. Выглядел так, будто смерть свою увидал. Фу, Похоже на него. АФК. Спасибо, Лука. Бан. Так, а вон там, походу, поле. Что там желтенькое вокруг него.
снова прошу посетителей покидать трассу по требованию и не употреблять запрещенные вещества. Давайте не будем, как в прошлом году. А, вон валяется же. Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копа. Да, похоже, Полли уже пора на финиш. Корова сказала му, а утка сказала кря, а птичка сказала что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение. Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ладно, ты прав. Идем, чемпион. Ты молоток, Томми. Классно будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полли? Я сказал, он классно водит. Дон Сальери, этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы. Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичкам везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как? Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону, и тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Полли, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Томми, мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам! Давай в голубые тропики! Давай-ка лучше домой поедем. О, мост! Езжай через мост на остров! Отвези меня к девкам! Отвези к сладким красоткам! По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. Круто! Совсем другое дело, братан! Видел бы ты этих девчонок! Нет уж, сам плавай среди этих пираний, Полли. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? А я что, дома? Ты меня домой привез? Может... может, ты... Ну да. Это хорошо придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Что-то мне нехорошо. Понятно. Ой. Сара. Сейчас будет битва. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Сару? Ха, я думал, она сама кого хочешь проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле ее дома стала ошиваться какая-то чертова шпана, кативи рогатые. Хомяк пристает к прохожим
Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится, и дело дрянь. Если проводишь ее, эти козлы уяснят, что она Дону как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Дэнни. Сара, мы закрываемся! Что происходит? Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Сара, ты как? Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться вечерком. Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Дело не в этом, Том. Для него я все еще ребенок. Я понял, он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю, и мне решать, что с ней делать. Оля это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. Можешь постучать в дверь? У меня только 2 руки. Сара! Это мне? Да, но боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Нонна думает, что ты ангел. Дон не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все о тебе говорят. Да, она права. Все. Ладно, Джульет, не пускай в дом сквозняки. Увидимся в церкви. Такое неловкое Спасибо. молчание. Хорошего вечера. Пока. Буэна ноте, Томми. Мама! Твой ангел Сара принесла еще еды. Это было очень мило. Да, увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Только не стоит погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником Сэмом Тропани, и все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки? А разве я не прав? Да, пожалуй, прав. Куда? Цветы для дамы, А. сеньор. Не, спасибо. А как же мой букет? Постой. Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Луиджи? Да не. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знал, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. Значит, я твой... Я старалась тебя оберегать, Томми Анджело, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Может, в кино или еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. О. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка. Так и быть, пусть твой хахаль смотрит.
Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым, но сейчас он старый пердун. Морелло его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Ух ты, вот это ножки. Тронь меня, и ты тронь. Тебе нужен настоящий мужик, а не придурок вроде... Я не из тех девочек, которым ты привык. Тут сзади стоит, ждет. Ну тут боевка, конечно же, удобнее. Томми! В оригинале она была очень жоподробильной. Надеюсь, ты крепче своих дружков. Оу, щит. Потрачено. Лицо такое, блин. У нас костюмчик поменялся. Так, Надеюсь, битву ты надо крепче взять. своих дружков. Ты же у нас потаскушка, да? Еще один шаг, и я выцарапаю твои черные глаза. Я просто обожаю, когда ты злишься. Я потому сюда и прихожу. Ты представляешь себе, кому хамишь? Нищеброду в форме у какого-то гангстера Ну что, Старпиона. получил, тупой урод? Отвали от меня. Эй! Неплохой хук справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, я посмотрю. Блин, ну звук вот так вот скачет всяк разно. То громко, то тихо. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Сейчас будет... Все думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто поглотаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав. Принесу иголку с ниткой. Не так уж и плохо. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том? Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни еще. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как. Сейчас тараны штопала. Только отца.
Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучший шов, но сойдет. По крайней мере, он будет напоминать не о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего. Эй! Ну, блин. А где этот-то? Шпиль-Вилич. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Какие Я был с ней. страсти. Угу. Она работала здесь, когда Не еще было была ребенком. никаких страстей. Твоей дочери у меня нет, Том. Они даже не Я поцеловались. готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Я Все ради тоже. лучшей Сары. Я не понял, им здесь сраный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы Блин, даем кто-то людям покурил защиту. из Но соседей. кто станет Теперь нам платить, воняет. если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Я открыла Так что нам окно, нужно делать? чтобы свежий воздух прошел. Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами, разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. Так я думала, где как они в торчат? оригинале будет. Знакомый коп говорит, что надо поискать в Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Дай тебе. Когда закончишь с Винни, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Пора разбить пару голов. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Бейба Рута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Так, мне нужна машина. Я могу либо выбрать машину, либо спросить у этого. Я слыхал, была стычка со шпаной. Парни у дома Сары. Они и тебя достают? Пока нет, но, возможно, однажды достанут. Можешь больше о них не беспокоиться. Меньше их на свете не станет, Том. Ты-то сильный и можешь за себя постоять. Ну, а я что? Вот поэтому я здесь. И чё ты хочешь, чтобы тебя пожалели? Now, a news
report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the city. Осталось минут 30 поиграть. Я пойду кашаварить. Поиграть. Кстати, сегодня будет известно, будет ли завтра стрим по Outlast. Завтра надо все-таки мне как-то собраться с силами и записать несколько видео. А то что-то разленилась вообще. Эти 2 дня вообще не стримила только и все. А, мне надо выйти? Наконец-то! Пошли, я насквозь промок. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру? Да ладно тебе, он же влюбился. Потянула его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабами. Если не получится, тогда будем завтра, наверное, в Призрак Цусимы играть. Биф, Кабанюка, как поживаешь? 出貓，老千，你爭我哋錢，將你身上所有嘅錢擺晒出嚟。 Куколка, рад тебя видеть. Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? 冇用嘅廢柴。 Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного хорька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Биф. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо. До встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты возишь костюмы из Мексики? Нет, идиот, эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбруке. А Дон об этом знает? Да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышу. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов, которые похожи на нас. Мы на месте. План такой, я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь тоже. Никакой пальбы. И долго ты его придумывал. Не, это план на любой случай. Лучше зайти боковыми. Говорю, лучше попки я в жизни не видел. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Отдайте его! Ой. Вот почему нас никто не спит! Я
Теперь все серьезно. Думаешь, я не понял? Я пойду на север, ты на юг. Чего? Я наверх, а ты там пройди. Ладно, понял. Билли, сматываем, живо! А, не на ту кнопку нажимаю. Ой, блядь. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ой, блин, тупень. Лицо такое смешное. Your дед. Как там было спрятаться в укрытии, забыла. Билли, сматываем, живо! Давайте, козлы! У него тут пистолет! Том, пробивайся, Билли! Достань этого скота! Вали всех, кто будет мешать! Да, я забыла про это, да. Что прям бегу на это. Не левый, не Ctrl, а... Ой, не Alt, а Ctrl. О, сука! Тихо, тихо, тихо. Где? Ой, бля! А, сука! А я! Драться хочешь? На. Джон Уик, привет. Привет, привет. Добро пожаловать на мой канал. Приятного просмотра. Джонни, пригнись! Давай! Сухи, давай скорее к машине, Том! Блин, тут все так быстро происходит. Исчезни! В оригинале вообще долго это было бы у нас сейчас. Я бы, наверное, умирала миллион раз. Жми! Нельзя их упускать! Да я жму. Эта тачка какая-то медленная. Осторожнее, Том! Дорога петляет! Не парься, Это я были за рулем. последние. Да, блядь, так и знала, сука. Ёлки-голки. Ты видал, чтобы кто-то так же обоссался, как они? Ты присмотрись и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется. Да чё так Ты медленно? что, спишь за рулем? А чё так медленно, блядь? Машина какая-то дебильная.
Можно побыстрее? Эти придурки пожалеют, что повстречали в своей жизни Сару. Да уж, я тоже об этом жалею, блин. Ничего, блядь, не видит, что машина едет. $90. А, вот что это ты считал все время. Я думала, что за счет у тебя там? Ты что, спишь за рулем? Да они рассчитывают удрать! А, они еще не знают, как ты водишь! Угу. Я вожу как суслик. Ты что, спишь за рулем? Ну вот из-за вот такой хрени, блин. Этот тупой баран разбился нахер! Ну, теперь они никуда не денутся. Ой, что это было? Что за телепорт? А, надо было просто за ними ехать спокойно. Ладно. Замочи его, Том. Нет. Нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончилось. Все равно он уже труп. А может и не быть трупом. Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй, пойдем отсюда, пока легавых нет. Фух. У меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Полли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да, наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Вот черт. Это не все. В машине был еще один парень. Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Полли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так.
Мы убьем 2 птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. А, сейчас будет как я его узнаю? в церкви. Он похож на человека после автокатастроф. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. Томми надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. Последние годы Дон вложил туда Мужской немало клуб. средств. А, сначала мы сейчас пойдем в бордель, а Однако, потом оттуда в церковь. Хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому. Но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Настоящая мужская Парни, вам все дружба. понятно? Да. Том. Понятно, босс. Выполняй. Что-то Сэм так посмотрел, как будто он знает эту девку. Зайди к Винни, я здесь подожду. Ты чё? Дурак, что ли? Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Да. Полапаешь там тёлочек за дядю Винни, а? Не сегодня, Винни. Подожди, это что такое? Тут что, можно выбрать? Помнишь времена, когда отель Корлеоне еще был крутым? С 29-го года это место здорово скатилось, да. Хотя девки там, пожалуй, еще ничего. Есть разговор. Садись. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой трёп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот 100. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Да бред. Большего не прошу. За дело. Зачем они вот это добавили, фигню эту? Сэм на то, Сэм, что ему вообще похер. Он мафиозник. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим В оригинале о ней в вообще последний раз. такого Самый не последний. было, это бред. Я озвучил тебе свое предложение. Почему Ты выслушал. Томми пощадил ее в оригинале? Потому что Том был не мафиозником. Том был обычным мужиком, В отеле «Действуй с умом» который не мог убивать просто так людей. найдешь хозяина. Он думает, При что чем он здесь неуязвим, вообще так Сэм? что Зачем они добавили эту хрень?
Что еще я должен знать? Это просто путает все Только ты и не меняет затягивай. полностью Дело характер те главного много героя. воды, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Странный дубляж. Подросток на дешевую петличку жизнь записывает, выдавливая Ты голос. облажался, и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь Ну, типа такой пофигист На голос. этот раз постарайся сделать работу до конца. В оригинале он тоже такой какой-то был. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, там Ну это бред, блин. Почему? Причем тут вообще Сэм? Пели то же самое, что и в моем детстве. И Томми такой, да, хорошо. Это были похороны, Не Том. буду тогда Как и всегда. убивать. Сэм же так сказал. У всех вокруг одно развлечение – палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Подросток, который выдавливает голос. Вот свадьбы – это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Ты там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я более устал ждать. Этот И парень вот не те, сможет кто играет даже в если этот весь ремейк клеем первый раз, обмажется. они потом, походу, не Он еще понимают, встретит кого-нибудь. что в чем Даже его причина мамаша того, оставила всякую надежду. Настасья, почему, почему он... Почему? Короче, надо сначала играть в оригинал, вот что я вам скажу. Сначала всегда играйте в оригинал, а потом уже во всякие эти... Это ты говоришь Сэму, чтобы он Я передам остановился? семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. И тебе. Реально голос такой. Сюжет неудобный чуток. Да не, сюжет на самом деле очень хороший тут и поучительный. Просто надо в оригинале это играть. Еще 10 баллов до 15к. Нужно, знаешь, что нужно тебе какую-то этот поставить цель.
Нет, не цель, а мотивацию, чтобы ты получил випку. Что-то надо такое придумать для тебя. Вот, например, накопи там, не знаю, 50 тысяч очков. И тогда получишь випку. Типа так, короче. Старайся ни на что не тратить, типа такого. Мы приехали в бордель. Мужской клуб, ладно, все, извиняюсь. Мужской клуб. Не забывайте о приличии, ладно? Он такой Не встал знаю, еще. где найти хозяина. Я просто дверь стерегу, друг. Чё ты, сука? Эй, красавчик. Тебе девочку или выпивку? А может и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. yeah. Выпей рюмочку, расслабься yeah. и развлекись как следует. Сделай 370 клипов за один день. Не, это нереально, это Мы очень можем жестко. просто поговорить. Если больше ты ничего Найдите не хочешь, Мишель и найдите управляющего. я обожаю таких. Как же мне без тебя жилье оплатить, Ой, блядь, красавчик? извините. Что-то Скажи, отмахиваешься. Что такой красавчик, как ты, делает в этом месте? Ищу девушку по имени Мишель. Она занята наверху, зато я свободна. Ты хотел 5 минут с малышом? И я возьму 5 минут с малышом. Не, ну ты делай, что хочешь, да. Просто я вот пока думаю, какую тебе мотивацию. Пусть сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелло будет долгим и плодотворным. А можно его убить как-нибудь скрытно? Вы человек Морелло, сэр? Чем вам? Какого черта? Вызовите полицию! Окружай его! Он всех! Я, если что, не съебалась, просто хочу молча посидеть. Чё, это ты, да, сделал? 5 минут посидеть с малышом? Мне и так хорошо тут сидится, не надо никаких мотиваций. Нет, я про випку. Все, я сижу с малышом 5 минут. Он тут как раз рядом сидел. Вкусно пахнет. Голова вкусно пахнет. Хочется съесть. Ну ты сама выбирай, когда, главное, посиди. Вот, сидим.
Сидим, пердим, пердим, сидим. Пердим, сидим. Сидим, пердим. Спасите, помогите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас тут котики. У нас тут котики. Мой личный сорт. Ой, что я там свернула, что ли? Ой. Блять. Что такое, что такое? Нешкота.души. Спасибо, аноним. Спасибо огромное. Спасибо. Что там, 5 минут прошло? 2 котика в вебке, как же он не вдупляет. Он уже, походу, начинает понимать. Спасибо большое, аноним. Спасибо. А мы сегодня донатную полоску закончим, интересно? Закончим донатную полоску или нет? Или не закончим донатную полоску? 17 плюс на вебке. Он уже все, он уже устал, он вырывается. Идите. Там нет. Спасите, помогите. Мама издевается надо мной. Я не жалею, что потратил баллы. Сколько ты их копил, не помню. Я же еще проводила долго же. Ой, долго. Проводила редко же стримы. Так бы, может, еще раньше бы накопил. Че, все? Ладно, все, он уже не может сидеть на мне. Уже 23 дней, 1 часов 59 минут, 23 дня. Ну, время быстро летит, видишь? Лучшие 5 минут в моей жизни. Мастера беспалевного намека. Так, ну все. Продолжаем. Ага, блин, уже все уже прошел. Ну ладно, давайте еще немножко поиграем. Вот эту миссию там пройдем эти. И взю. Так. Все, вроде все сдохли. А где все остальные? Что-то я на карте не вижу. А, вот вижу, все. Так, ну они где-то там спрятаны. Аноним!
от души. Аноним! Are you so crazy? Аноним мажоры, реально. Спасибо тебе большое за 1000. Спасибо, спасибо. Вот тебе. Так вот. Все, продолжаем. Базиба. Очень приятно. Свободу котам еще. Надеюсь, там звук не сломался. Так, вроде не сломалось ничего. Мажоры. У меня на карте столько нет. А я думала, это Шинмон вернулся. Ах ты скотина. Могу 24 рубля кинуть. Что я как-то неправильно встала. Ну давай, повернись. Ладно. Опа. Пробежала только что тень. Обогнуть укрытие. А, левый контур. Ой. А, сука! Тварь. Аптечка, там аптечка есть. Так, тихо. Давай. Аптечка. Ух, слава богу. Так, я продолжаю. Ой, фак. Ой, сука. Нет, тебе конец. Тихо, Томми. Все хорошо. Мы живы. Все хорошо. Я вижу журнальчик. А, эти, походу, на 2-м этаже, да? Интересно, кто это аноним? Мне теперь интересно. Кто это у нас тут такой богатый? Так, а где может быть это проституйшн? Проституйшн. Я не помню, где она была. Я и в оригинале-то ее искала. Я тебя достану! Вот так! Заходи сбоку, давай! Ой, сука.
блядь! Скотина такая! Тварь! Откуда я начну? Только не с самого начала, пожалуйста. Блядь. С самого начала, сука. Так, патроны с той стороны. В какой-то комнатке. Так, сюда. Вот. Тут еще и 2 аптечки есть, охренеть. Ой, прячься. Погоди секунду. Здесь подох. Понял? Ой, блядь. Сука! Да, блядь! Я так хорошо шла, зачем я бегу куда-то? Фух. Если бы скаленты на микрофоне не было, то и не донатил. Это что такое? Я не поняла. Это вы что, чумачечи совсем? Ленты на микрофоне не было, то и не донатил? Какой ленты на микрофоне? Спасибо еще раз. Вот сердечки, сердечки. Вот вам поцелуйчики от меня. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Клетчатой, видимо. Клетчатой? Клетчатой. Все, я поняла. Надо убрать, значит, эту ленту. Я поняла. Лента. Ты хочешь Шинмона, что ли, догнать? У него вон 2000. Все, мы закрыли донатную полоску. Все. Спасибо, мы молодцы. Аноним особенно молодец. Да, блядь. С двух сторон ебут. Так, ладно, побегу-ка я. Так, чтобы он не видел. Я тебя научу. Ой, блядь. Хорошо тебе досталось. Ой. Чуть не сдохла.
сука. Сюка. Где такие богатые донатеры находятся? Блин, карта как-то показывает. Ну да, он спускался, типа, и кажется, как будто он на другом этаже. Ну, блин, капец. Неудобно. Я вижу еще патроны. Ну, до туда бежать. В принципе, сюда можно. И вот здесь, да? Так, а где эта шлюхенция? На каком? Она, наверное, на 3-м этаже, может быть. Как долго перезаряжается. А где он? Где этот урод? Подо мной, что ли? Или надо мной? А, он надо мной был. Кто кого еще достанет? Так, я этот не могу взять. Так, подожди, подожди. Я вижу патроны. О, нашли. Уходи! Убирайся отсюда! Ты, Мишель, Тебе-то что? знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет уйму денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Ужас. Том не был таким. Радуйся, что у Тома... Ой, Сэма. Здесь все взорвется. Ёлки-палки. Капец, они его поменяли жестко вообще. Исчезни, и мы будем в расчете. Не было такого, не было. Он не может быть таким злым. Какой ты бука. Злой бука. О, шоколадка!
Да, он не был таким уёбком. Он прям меня аж напугал своими этими. Надо не пиздеть, а действовать. Ой-ой. Блядь, доски лагают. Тихо, тихо, тихо. Все будет хорошо. Да, блядь. Нет никого. Дорогой мистер Коллетти, приношу свои извинения за то, что пропустил нашу встречу на прошлой неделе. Пришлось заняться срочными семейными делами. К сожалению, вынужден сообщить, что отныне наше соглашение более недействительно. Мистер Сальери был прекрасным деловым партнером все эти годы. Я благодарен ему за помощь и за ваши советы. Вместе с этим сообщением я возвращаю инвестиции мистера Сальери. Сверх того прилагаю $100 в знак моего расположения к вам. Наши двери всегда будут открыты для вас. Отель Корлеоне не забывает своих друзей. Искренне ваш Говард Дэвис, управляющий отдела отеля Корлеоне. Да. Письмо для Морелло. Дорогой мистер Морелло, вас могут заинтересовать следующие наши клиенты. Если потребуется, я предоставлю все нужные подробности. Несколько городских советников и один конгрессмен, руководящие сотрудники Федеральной налоговой службы, заместитель директора управления тюрем, состоит в апелляционной комиссии, начальник бюро сухого закона при управлении полиции Лост-Хевена. Помимо этого, кое-кто среди помощников Сальери неравнодушен к нашим девочкам и любит потрепаться в постели. Мы не упустим ничего, что могло бы вас заинтересовать. Искренне ваш Говард Дэвис, управляющий... Понятно, да? Так. Надо бомбу установить. Блин, сейчас еще от этих полицейских надо тоже. В окно, в окно. Эх. Ни хрена себе. А в оригинале было эпичнее. Мы там через коридор такие побежали и в окно, короче, хрясь вот так вот нырнули. Блядь. Пока стоял, думал. Чуть на шпик не сел. У нас стрельба и взрыв в отеле Корлеоне. Мы сейчас, короче, забегаем сразу же в этот... Schneller! Lass uns schneller!
Быстрее! У! Тихо, тихо. Ой, блядь. Тут оказывается. Ёлки-палки. Не ждал нас, а вот мы тебя ждем. Так, тихо, тихо. Сейчас там этого сверху надо еще убрать. Где он? Где он? Он где-то там застрял. Прячься! Книжка какая-то. Книжка? Какая-то книжка на карте. А, вон журнал. Это было очень быстро. Вау, вау, вау. А в оригинале... А в оригинале он на четвереньках ходил. Ему было очень страшно. Связь с ребятами на крыше потеряна. Похоже, он ушел. Ура. Поймаем его в следующий раз. Похуй, он столько людей убил. Сейчас мы сразу же перейдем к следующему миссии в церковь. Плавный такой переход. Сейчас там будет перестрелка. Блять. Долгая лестница. Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств Ну вот как надо, так и кончил. помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Странно, как он выжил, потому что Поле же в него выстрелил. Хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте! Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Пожалуйста, хватит! В чем это Билли был замешан? Все сюда, живо! Сейчас согреется! Ой, блядь. Сука. Надо, короче, не медлить. Эту суку! Сейчас согреется! Ой, бля. Еще жив? Охренеть.
Вот было ожидаемо. Потом у нас одна такая маленькая писечка осталась. А у меня есть коктейль Молотова? Ну, конечно. Да, сука ты. Отходи, ёлка. Так, они все на втором этаже, что ли? Ты мог давно остановить это. Кого-то нос заложен. В этом городе по-другому не будет. Ой, блядь. А я. Думаешь, мне это нравится? Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искуплении своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Да блин, ты чё? Ах ты мразь. Бессмертный, что ли? Если хочешь исповедаться, Его лучше уже поторопись. второй раз Крови, бьем. прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Наконец-то. Еще раз стрельни, а то вдруг мало ли. Теперь мы квиты. Да. Пока что. Теперь мы квиты. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из церкви. И где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли. Надо убираться отсюда. Парни, отцепите церковь. Не дайте ему выбраться. Тут давай, лезь, катафалк! Ты издеваешься? Сэм, быстрее, блядь. Мать твоя женщина, отец мой мужчина.
страшная шука вонючая. Успокойся. Тварь. Выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. А ты веди. Уведи меня. 3 звезды. А чё, когда будет 5 звезд, вертолет прилетит? Творился. Но я все сделал. Вообще все. ФБР там этот на крутых тачках приедут, да? Ауч. Жопки-попки. А чё, а где эти-то? А, вон, вижу Они стрелочки. еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Я вижу стрелочку, но мы от нее далеко. Да куда ты поворачиваешь? Кастрюля твоя машина. Жесть. Вот это да. Вот это да. Этот тип где-то в Норд-парке. Рано или поздно он объявится. Ищите. Надо сейчас, вон, полицейские. О, они повернули. Ау. Всем офицерам прекратить поиски. Повторяю, прекратить. Ух, оторвались. Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. И не говори. Такой Давай маленький вернемся в город. парк. Надо не залечь на могут. дно. With 3 flights daily, Air Borgo is your... Это еще музыка так напоминает первый Sims. Эх, ностальгия. Так, впереди полицейские. Повернул. Хорошо.
Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске, господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Фью! Все. А вас, парни, все чаще. Да блин, хватит. Я хочу закончить. Ладно, потом выйду из игры. Все, всем спасибо. Увидимся завтра. Сегодня будет еще известно, будет ли завтра Outlast у нас. Совместный Alt F4. Ага, точно. Все, закрыла игру. Просто так вышла из нее. Вот. Если не получится с Outlast'ом, тогда поиграем в Призрак Цусимы. Вот. Так что всем... Так что всем пока. Спокойной ночи, сладких снов. Всех обнимаю, целую. Крепко к сердцу прижимаю. Все, давайте. Всем спасибо. Сегодня классно посидели. Вначале было это странновато, а потом нормально все пошло. Да, вот. Все, давай. ББшка. Эллен, если ты здесь, тебе тоже ББ. Все, пока-пока. Всем пока.